Готов к труду и обороне. Для каждого советского школьника это были не пустые слова, а норма жизни. Ну а потом они отошли на второй план. И только в 2014 году сдать нормы ГТО стало уже снова популярным. Сейчас это даже престижно. Всем привет, меня зовут Полина Долинская. Эта программа «Испытана на себе». Сегодня в рамках нашей программы мы узнаем уровень моей физической подготовки. Сдадим некоторые спортивные дисциплины, ну и, конечно же, узнаем, готова ли я к труду и обороне. Будьте с нами в течение всей нашей программы и узнайте это вместе с нами. Значит так, Полина Юрьевна, по вашей возрастной ступени для получения золотого знака нужно будет выполнить 8 нормативов. Какие? Из них 3 обязательных, а точнее 4 обязательных. Это бег на 30 или 60 метров. Вы из них выбираете один вид. Либо, если ваша физическая подготовленность претендует на какой-либо забег, то вы их выбираете либо 30, либо 60. Никуда не претендую, вообще все. Вообще не претендуете. Да, только от ответственности. Мастер спорта, можно сказать. Потом у вас будет бег на 2 километра. Вы сейчас выбираете либо 30, либо 60, потом после бега на короткие дистанции мы с вами побежим сразу к бегу на длинные дистанции, 2 километра. Перед этим можно еще выполнить подтягивание из веса на низкой перекладине 90 сантиметров или сгибание-разгибание рук в упоре лежа. Это обязательные виды. Это отжимания? Это отжимания, Я да. тоже не умею. Из этих двух выбираете то же самое один. А мне говорили, на гибкость там можно сдаться. И наклон вперед, это тоже есть. Вот это у меня получится. Но смотрите, для получения знака обязательно нужно выполнить все 4 вида обязательных. И еще у вас есть по выбору. Это прыжок в длину с места, толчком 2 ногами, поднимание туловища, пресс, как в народе говорят, метание спортивного снаряда весом 500 грамм. Для нас это граната. Бег на лыжах, но у нас сейчас лыж нет, не сезон. Поэтому у вас будет кросс по пересеченной местности на 3 километра. Ой, а можно я поотжимаюсь? Ой, все-таки пресс покачаю. Потом еще у нас есть, давайте я вам сейчас быстренько по испытаниям пройдемся. Плавание на 50 метров. Это у нас в Челбоне проводится каждый четверг с часу дня. Стрельба из пневматической винтовки или стрельба из электронного ружья. У нас проводится стрельба из электронного ружья. И самое последнее — турпоход с проверкой туристской. Все плохо. Но давайте мы с вами сейчас начнем бег на короткие дистанции. Исходя от бега на короткие дистанции, уже сами будете думать, куда идти дальше. Но это обязательные виды. Да. Сперва сделаем на короткие дистанции, потом пробежим мы с вами 2 километра. Да, хорошо. А потом после бега на 2 километра там уже видно будет, пойдете вы дальше или нет. Хорошо? На ту дорожку давайте перейдем. А вообще это сейчас очень популярно? Вот именно сдавать нормы ГТО? Сейчас, на данный момент, очень-очень популярно. Каждый день, вот видите, сейчас только вот подходят. И так каждый день у нас подходят. А среди кого все-таки? В основном среди 5-6 ступени. 5-6 ступень — это у нас выпускники школ города. А им-то для чего? Для того, чтобы куда-то дальше там? Да. В этом году вышел приказ Министерства высшего образования и науки Российской Федерации. Там в пункте 30 написано очень четко. Для поощрения абитуриента, поступающего в учебное заведение, для дополнительных баллов будут рассматриваться все 3 знака ГТО. То есть, если ребенок, учащийся абитуриент, выпускник, выполнил нормативы на бронзовый знак, на серебряный знак и на золотой знак, то ему дополнительно будут добавляться баллы. А там разве не выбираешь, я хочу вот конкретно золото, к золоту стремлюсь, или надо все вот 3 получить? Все нужно выполнить сперва. Просто так взять и получить знак, ну, никак нельзя. Да? Да, просто нужно выполнять нормативы, а перед этим нужно тщательно подготовиться. Центр тестирования предоставляет возможность принимать, выполнять нормативы, но подготовка полностью исходит от самого участника. То есть участник сам полностью подготавливается. Есть видеоматериалы в YouTube-канале, как правильно выполнять, как подготовиться. Это все есть на YouTube-канале ГТО. Все, мы с вами давайте сейчас. Вы на сколько побежите?
На 30 давай. На 30? Давайте. Колодку будем использовать? Это что такое, для толчка? Это для толчка, А, нет. для низкого старта. Я Вот в нее колодки. запнусь, разобью нос. Хорошо. и- Тогда у вас будет высокий старт, у вас будет две команды. На старт и сразу марш. Команды внимания нету, потому что вы бежите с высокого старта. А где Стоите я вот на этой, на заканчивалась? второй, на Мгм. 7-й дорожке, вот на этой. Отсюда сразу. Я буду стоять на 30 метров и вам кричать. На старт, марш. Как там было? Что-то на старт? Внимание. Нет, нет, нет. Или у вас, наоборот. у вас высокий старт, Ага. поэтому просто стоите вот. Мгм. Ждете команду на старт и сразу марш побежали. Мгм. А То, останов- что вы сейчас вот показывали, это выполняется с колодок. Мгм. Давайте. Все, А что он ему сделал? Вот так. Вот точно так же, как и он, вам нужно будет пробежать. А докуда? Я буду стоять сейчас на финише. Ой. С максимальным ускорением. То есть работаете руками, поднимаете колено и максимальное ускорение. Хорошо. На старт! Марш! У вас 5:87. Минут. Это что? Это хорошо, это плохо? Это сейчас мы сразу с вами увидим. А есть какая-то Есть такое приложение, где он полностью показывает. страница стандартов, да? Да. 5-7. У вас 1/100 не хватило до золотого знака. Вы сейчас на данный момент прибежали за 5,87, соответственно, будет серебряный знак. Не, я хочу на золото. Ну, Давайте я перебегу. Давайте попробуем еще раз. Не-не-не, это что-то... Не, Но потом тяжело будет на 2. Не-не-не, меня не устраивает серебро. Готовы? Да. На старт! Марш! Что? Золото? 6,02. А, ладно, окей, берем серебро. И дальше будет еще ниже и ниже. Сейчас мы с вами одеваем нагрудной номер и бежим на 2 километра. Угу. У вас будет 5 кругов. Ага. Дистанция круг у нас, соответственно, 400 метров. Вот И этот. нужно, да, и нужно будет пробежать 5 кругов. Погодка, конечно, сегодня отпадная. Тя-ля-бля-мя-та. Где ваша? Давайте позовите. Начинаем. Испытано на себе. Все, готовы? Ну да, наверное. Сейчас я вам все объясню. Быстренько сейчас Полину Юрьевну напишем, УИН номер. Вы даже в 2019 году регистрировались, да? Да. И еще ни разу не выполняли. Нет, а там пандемия была как-то. Я была не готова ни к труду, ни к обороне, ни к пандемии. Спокойно себе дома чилила. Ол қай ступени? 2 километр барат, да? Ага. Все, давайте, уважаемые участники. Дистанция у всех будет 1-2 километра. Сюда становимся и на 3-ю дорожку. Вот, по дуговой линии. Сюда, на линии. Тоже 2 команды, на старт и марш. На старте повнимательнее, особенно на вираже. Мгм. Друг друга не толкаете и не толкаетесь. Сколько? 4 круга, У да, вас делать надо? 5 кругов. Круг 400, старт здесь, финиш здесь. Сколько кругов осталось, вам судья будет кричать. Сколько времени прошло, буду кричать я. Хорошо. Хорошо? Придумайте номер. Готовы? На старт! Марш!
Последний круг, время 8:40. Испытано на себе. Окей. У вас еще либо-либо. Либо что? Либо сгибание. Это что? Отжимание. Отжимания как? Отжимание. Золото. 13. А если у меня нулевой тоже уровень отжимания? Там вот с перекладиной никак нельзя отжаться? Нет. 7 на серебро и 5 на бронзу. Сразу с пола. Ладно. Сейчас попробуем. Там не мешает-то. Ага, горячо. Это же 3 или 2? Пола не касайтесь. 4, да? Вы это неправильно делаете. О, Не должны касаться. ладно. У меня гибкость хорошая. Может, как-нибудь она компенсирует мне все. Пока не делали, да? Нет. 13 плюс 13 Это что надо делать? наклон вперед. Ага. Стоя там платформа есть. Пойдемте. Это, я думаю, сейчас мы их всех порвем просто в лохмотье. Стоим плакать от восторга. Это прям моя коробочка, моя фишечка. Есть, простите, пожалуйста. Не ори. Че, как горит? Снимай потом. Между ногами один кулак. Это как? Так, это что? Между ногами кулак. А, вот так? Раз, два, три. Ага. Раз, два, Ой, я и лучше смогу. Так, раз, два. Ой. О, голова закружилась. Ну все, золото у меня хоть в чем-то есть. А там суммируется, да? Нет, не суммируйте. Ну, у вас должна быть 8. Испытано на себе. На время, да? Руки замостите. Хорошо. Готовы? За одну минуту. Руки прижаты к голове. Так. На замок пальцы обязательно, да, вот прижаты. И обязательно касаемся колен. Хорошо. Не бедра, а именно колен. Хорошо. Готовы? Да. Внимание, начали. Сейчас. 20 секунд прошло. Сорок секунд. Десять секунд осталось. Ой, все, нафиг. Что, серебро? Стоп. Серебро есть? 21. Нам.
Серебро будет? Ой, да все болит. Ой. Серебра. Что будет до серебро? Ой, бронза. Ой. В общем, по мне видно, что я не готова ни к труду, ни к обороне. Так из меня защитник Отечества. Ой, боже ты. Угу. Чё, как там? Ну, результаты чуть-чуть, конечно, хотелось бы получить чуть получше. Все Но плохо? да, для того, чтобы результаты выполнить именно на определенный знак отличия, нужно, конечно, готовиться. Ага. Без подготовки, как вы уже сами на себе почувствовали, это очень тяжело. После именно изнурительных тренировок можно выполнить нормативы на определенные знаки отличия. Именно то, что вы хотели на золотой знак, просто так взять и получить его, но никак не получится. Ну да. Нужно хотя бы неделю потренироваться, неделю подготовиться. И то, если недельная подготовка будет, то можно выполнить либо на бронзовый, либо на серебряный. Ага. А для золотого знака уже нужно готовиться, ну, минимум 2-3 недели. Тщательно готовиться. Тут же у нас многоборье, не только один вид, а Это именно суммируется, да, многоборье. потом все? Это именно Общие по результаты. нормативам, по результатам. Там же у вас в личном кабинете написано, для получения золотого знака нужно выполнить 8 знаков. Значит, все эти 8 знаков должны быть золотого вида. То есть, если из 8 знаков получится один вид на серебряный, то автоматически все знаки становятся и присваивается серебряный знак. Если есть спортивный разряд выше второго юношеского, то он автоматически повышает знак на уровень выше. То есть, если участник у нас выполняет на серебряный знак, то при внесении разряда, спортивного разряда, то ему сразу автоматически вручается золотой знак. Если на бронзовый, соответственно, на серебряный. Поэтому тут, допустим, мастер международного класса, заслуженный мастер, он сразу после выполнения нормативов, у него уровень повышается. Но для этого обязательно нужно выполнить именно определенное количество знаков испытаний, то есть на знак отличия. То есть, если прописано 8 видов, значит, нужно выполнить 8, но если из них одно серебро, то автоматом книжка его повышает на один уровень. У меня что как? Что на У кого? вас все сложно. Первый забег вы на 60 метров выполнили на серебряный знак. Поднимание туловища выполнили на бронзовый знак. Бег на 2 километра вы пробежали один круг, даже половина круга из 5 кругов. И именно нужно, значит, вам положить акцент на выносливость. То есть бегать, бегать и еще раз бегать. Ладно, хорошо, будем тренироваться. Спасибо Да, большое. то есть только после тренировок можно уже работать на определенный знак. А когда можно будет повторить? По истечении 45 дней. Почему? Потому что в методических рекомендациях по организации тестирования там полностью указано, если участник не выполнил на определенный знак отличия, если у него нет присвоения знака отличия, то он имеет право перевыполнить нормативы спустя 45 дней. Дается 45 дней именно на подготовку.